Александр Самедович. Добрый день. Добрый день, меня слышно, да? Да, слышим, видим. Да, здравствуйте. Здрасте. Будете рады. Очень приятно, очень приятно. Да, передаем вам слово. Так, добрый день, уважаемые ребята, друзья. Запись у нас ведется, да? Да. Это вот Груша, она сегодня, иди сюда. Она сегодня тоже будет участвовать. Привет. Привет, Груша. Привет. Значит, мы начнем сегодня со следующего. Значит, напомню, вчера мы с вами говорили о важности образования и получения профессии. Сегодня мы будем с вами говорить о том, каким образом сформировать собственный бюджет, как его, на что тратить, из чего состоят траты, что лучше покупать сразу, когда выходишь из детского дома, что потом, а что сделать так, чтобы эти средства были эффективно вами потрачены, которые вы получите на выходе из детского дома или будете получать пособие и так далее, и так далее. Но начнем с того, что сегодня большая часть людей получает деньги в виде зарплаты. Многие получают пособие, но зарплата – это основной вид дохода человека, который работает. Ну и возьмем, например, мою зарплату. Мы ее обозначим таким образом. Значит, зарплата состоит из нескольких частей. Значит, это и... Ой, сейчас 5 секунд я отвечу. Жизнь идет, да? Алло, да, Ален, да-да-да. Ой, я сейчас конференцию с детским домом веду в Якутии. Я вам перезвоню сам, ладно? Давайте, спасибо, спасибо. Это позвонили из компании Делонжи. Мы вместе с ними едем, значит, в одно учреждение проводить кулинарный мастер-класс. Вот, то есть жизнь кипит. Ну вот, возьмем, например, у меня есть специальная вот здесь запись. Значит, возьмем, например, мою зарплату, и она составляет порядка там 70 тысяч рублей в месяц. 70-80. Все зависит от того, насколько я сильно в это вовлечен. Значит, и, соответственно, из этого бюджета формируются затраты. На что я трачу вместе с семьей свои деньги? Тихон, Груша, можно вас попросить подойти? Груша, тише. Это вот Тихон, поздоровайся. Здравствуйте. Груша. А где Груша? Это Тихон, тоже сегодня будет участвовать. Все, иди пока, занимайся. Значит, ну, мы вместе с детьми обсудили этот вопрос и решили, что большая часть денег у нас уходит, к сожалению или к счастью, на еду. Это порядка 25 тысяч рублей. Дальше мы тратим деньги на телефон. 5 секунд. Дальше мы тратим свои деньги на телефон. Это порядка 4 тысяч рублей на всю семью. Значит, соответственно, у нас есть собака. Вот здесь она сидит. Иди ко мне. Ко мне. Ко мне. Есть собака. Видите собаку? Надежда. Собака тоже требует денег. Соответственно, собаку мы тратим где-то 500 рублей в месяц на корм. Коммунальные платежи, мы вчера говорили, это порядка 7 тысяч рублей в месяц. Ну и, значит, различные развлечения детей, плюс одежда, обувь и дни рождения. Ну, дни рождения происходят раз в год, но 5 дней рождений выходит тоже в определенную сумму. Поэтому надо понимать, что вот эти деньги, эти 70 тысяч нужно распределить на все вот это. Да? Еда, одежда, обувь, коммунальные платежи, значит, развлечения детей, продукты и так далее. И в общей сложности из бюджета остается там не так много, порядка 10-15 тысяч, которые, или там 10 даже тысяч остаются, которые вот идут на расходы. Там купить щетку, пасту, канцелярские принадлежности и так далее, и так далее. Значит, помимо этого, мои дети, так как они из многодетной семьи, получают от государства помощь в виде чего? Проездной билет бесплатный, значит, бесплатное питание в школе и, значит,
Отдых летом, если государство финансирует за счет правительства Москвы, отдых летом где-то. Ну и, конечно, очень высокая статья расходов – это бензин. И сегодня тоже мы об этом будем говорить, я вам даже покажу свою машину, особенно для мальчиков это будет интересно, потому что мы много ездим, надо детей возить в школу, на развлечения, в магазин и так далее, и так далее. И уходит на это тоже 10 тысяч рублей в месяц, это тоже деньги. Соответственно, все это вкладывается в наш бюджет. Помимо этого у нас еще живут, я буду сегодня показывать, помимо этого у нас еще живут, вот смотрите, вот такие вот животные. Видно крысу, да? Крыса. Вот там вот прячется хомяк. Сейчас мы позовем хомяка. Хомяк. Вот он выбежал. Вот видите хомяка. У нас еще есть хомяк и крыса. Они тоже, соответственно, требуют затрат. И, соответственно, тоже все берется из бюджета папы. Ну, помимо этого, еще раз повторюсь, у нас транспортные расходы, которые тоже нужно нести. Сейчас мы посмотрим с вами холодильник, то есть те продукты, которые мы покупаем, потом мы, естественно, всей семьей едим. И вот мы открываем холодильник и смотрим, что там есть в холодильнике у нас. У нас там есть молоко, видите, да? У нас есть творог, у нас есть сметана, которую тоже нужно купить и сохранить, чтобы она не была просроченная. У нас есть масло, хранится вот в такой масленке специальной, видите, да? Вот. Ну и соки, а здесь у нас всякие приправы, вот, горчицы и так далее, и так далее. А здесь у нас в отдельном лежат помидоры, огурцы и всякие разные майонезы. Кальвы, это кетчуп. То есть это все надо уметь купить, сохранить, положить в холодильник. Видите, соки стоят, да? Ну и вот еще есть там, допустим, морозильная камера, да, в которую мы тоже кладем. Привет! В которую мы тоже кладем продукты. Видите, да? Вот здесь видно. Это, значит, мясо, это наггетсы, это масло. То есть мы стараемся сохранять продукты, чтобы мы могли, значит, соответственно, хорошо жить. Помимо этого у нас есть вот еще, допустим, кофемашина, которую мы используем для двух вещей. Первое – это возможность выпить кофе, а второе – чай. Вот этот носик специальный, он для того, чтобы можно было, значит, выпить чаю. Дальше поехали. Ну, соответственно, все, что связано с бюджетом, еще и связано с другими расходами. Вот, например, у нас есть дома печка, видите, печка, которую требуется топить. Соответственно, что нужно? Нужны дрова. И для этого требуется, опять же, эти дрова купить. Про животных я сказал. Теперь пойдем, просто пройдемся на кухню и посмотрим, а что у нас есть на кухне. Ну, когда вы выйдете из детского дома, у вас возникнет несколько вопросов. Первый вопрос – что купить первым? Я считаю, что первым нужно купить, вот видите, стиральную машинку и холодильник. Стиральную машинку и газовую плиту. Почему это важно? Вот. Очень многие выходят и не знают, на что потратить свое пособие. Во-первых, стиральная машина нужна, чтобы, естественно, стирать вещи. Да? А газовая для того, чтобы готовить еду. Ну и, соответственно, рукомойник, что было обязательно. Вот. И вот еще есть такой у нас замечательный буфет, в котором мы храним посуду. То есть, если вы выйдете из детского дома, очень важно, чтобы у вас была посуда, которую вы могли использовать для того, чтобы гостей пригласить, чтобы как-то, значит, было хорошо. Вот. То есть на это надо стараться не стесняться и купить хорошую, качественную посуду. Ну, дальше вот, опять же, возвращаясь к животному, можно говорить о том, что вот у нас вот этот корм, который мы покупаем для собаки, вот видно, я надеюсь, да, он тоже стоит денег. И прежде чем заводить собаку, я даже оставлю уже специально, собаку, кошку, там, мышку и там, допустим, крыску, нужно подумать, почему. Потому что, во-первых, на это надо время. Собаку нужно выгуливать, значит, корм покупать, значит, крысам подстилку менять, еду покупать, воду менять и так далее, и так далее. Поэтому лучше всего это сделать тогда, когда у вас уже будет на это время, деньги, возможности, финансы. То есть очень часто выпускники детских домов сразу покупают зачем-то собаку, потом не знают, что с ней делать. Вот это вот момент, который бы хотелось бы тоже отметить. Ну, естественно, вот мы живем
Вот у нас, видите, да, одежда постиранная висит на специальной такой штучке. Это итальянская такая специальная сушилка, которая тоже может быть для вас полезна. Ну и, соответственно, для того, чтобы поддерживать порядок, нужно, значит, и, соответственно, и это делать. Да? Дальше пошли. Сейчас мы позовем грушу. Тихо. Бегай за грушей. Сейчас придет груша. Сейчас придет груша, которая расскажет немножко о себе и о том, чем она занимается. Груша, давай, садись, поздоровайся. Здравствуйте. Громче говори. Здравствуйте. Меня зовут. Меня зовут Груня Гизала. Сегодня буду рассказывать про сережки. Громче говори, я сейчас. Я сегодня буду рассказывать про сережки. После прокола ушей, когда уши красные, ничего страшного. Приезжаешь домой, надо обработать мироместином. Скажи его. Вот. Мироместин – это такой составчик специальный для того, чтобы вот на ушках не было рано, когда груша сделала себе сережки, поставила себе сережки. Груша, рассказывай ребяткам дальше. Вот. Каждая сережка стоит денег, да? Да. Так, рассказывай. Хорошо носить вот сначала легкие. Да. Вот. Сначала медицинский носишь, там примерно помогаю. надо месяц, а потом уже носишь вот такие вот золотые такие сережки. Так, Вот. Вот золотые. Вот такие вот золотые сережки носишь. так. Тяжелые. Да. И каждый раз И обрабатывай. каждый раз обрабатываешь утром и вечером, можно даже посередине дня. Когда расчесываешь волосы расческой, нельзя задевать сережки, иначе будет больно. Каждый день нельзя менять сережки, потому что каждый час, потому что начинается воспаление. Можно неделю проносил и другие надеваешь. Вот. Так, Сережки надо надевать аккуратно подожди. под одежду, и надо снимать сережки медицинские ножницами маленькими, чтобы не повредить ухо себе. Вот. Обрабатывать мироместином надо две стороны, дырку впереди и дырку сзади. Вот. Надевать сережку надо аккуратно, чтобы не повредить ухо себе. Вот. Сережки надо сначала носить медицинский. Сейчас я покажу. Для девочек. Это она рассказывает для девочек. Каждая сережки стоит Вот. денег. Медицинские. Соответственно, мы покупаем эти сережки, чтобы она... Вот сюда камера. Вот показывает. медицинские. Медицинские сережки она носит. Так. Да. А потом уже начинаешь носить вот всякие такие. Вот. Потяжелее, да, Да, уже? вот даже кольца можно, кто захочет из девочек. Вот. Отлично, молодец, Груша. Да. Кто захочет, можно даже много сережек у меня. Вот. Даже Расскажи бутылки. про кольцо, как ты кольцо сделала. У меня выпал зуб, и у меня было кольцо. Вот. Папа придумал, мы проклеили, вот, и мы Чтобы проклеили. фея его не унесла, мы сделали кольцо Вот. из зуба. Вот Груша теперь носит кольцо с зубом. Да, Груша? Да. Молодец. Вот. Еще надо, когда хочешь надеть другие вот сережки, например, большие, надо их обрабатывать. Примерно надо обрабатывать 10-5 минут. Вот, мироместином надо обрабатывать всякие сережки, которые хочешь надеть. Хорошо носить, конечно, золотые. Вот. Бронза, она не очень полезна для ушей. Она окисляется. Да, она окисляется, вот, и поэтому начинают уши болеть. Когда воспаление, лучше пока сережки не носить. Вот. Лучше пока там 2-3 дня ходить без сережек. Так, теперь, ребята, у меня к вам просьба. Собачку, я вам покажу собачку попозже чуть-чуть. Значит, давайте мы зададим Груше какие-то вопросы. Вот я первый вопрос ей задаю. Груша, расскажи, пожалуйста, когда мы едем в магазин, что мы делаем в магазине?
Мы собираемся, садимся в машину, мы едем тихо, Так, Во- пристегиваемся. пристегиваемся, выходим из машины, берем тележку, ходим туда Тележка сколько стоит денег? 10 рублей. 10 рублей. Так, дальше. Заходим в магазин, не орем, Это правильно, это правильно. Мы не кричим в магазине. Так, что мы там покупаем? А пока, ребята, готовьте вопросы для Груши и для меня. Прям пишите про собачку. Про собачку мы расскажем отдельно. Так, и вот мы приехали в магазин. Груша, что мы делаем? Мы ходим по отделам. мы ходим по отделам, берем, что нам надо. А что мы берем? Давай, расскажи, какой ассортимент мы чаще всего берем. Мы берем ягоды, Так, мы берем всякие фрукты и бананы, но немного, да? да, Потому что они могут что? Сгнить. сгнить, и мы это не успеваем съедать. Да. Мы еще покупаем заморозку, которую можно Заморозку, положить да. в холодильник, я уже показывал. Да, мы берем курицу, Курицу берем, яблоки, яблоки, огурцы, огурцы, помидоры, груши, груши берем, наггетсы, наггетсы. пиццу иногда берем. Да, А как редко. вы пиццу готовите? Расскажи, ребята. Она готовит пиццу вместе с Тихоном. Да. Пишите вопросы, ребятки, пишите вопросы. Мы готовим пиццу в специальной микроволновке. Там есть крышка, она закрывает, чтобы пицца там не бомбанула. Да, да, правильно. И 7 минут мы там ее Да, жарим, да, эту Да. пиццу, чтобы она состоялась. да. Так, хорошо. А чем ты занимаешься в свободное время? Ребята, пишите вопросы. Пишите свои Ну, вопросы. я занимаюсь вот таким шпагатом и все такое. Вот, потом я на батуте прыгаю, да. в А у тебя домик два шпагата? Ты на полный шпагат садишься? Да. Молодец. Так, что еще ты делаешь? Я играю с Тихоном, у меня есть сережки. Так. Вот. Ну, чищу зубы, конечно же. расчесываю Вот, дети, очень волосы. важно чистить зубы и следить за собственной гигиеной. Надо Груша об этом утром. говорит. Надо утром и вечером чистить зубы. Молодец. Тихон, давай теперь ты. Все, до свидания. Ребята, есть вопросы к Груше? Если нет вопросов, сейчас появится Тихон. Давай, Тихон, у нас буквально осталось 10 минут. Давай. Сейчас Тихон будет рассказывать вам тоже про свои достижения, то, чем он занимается. Клади камни. Здравствуйте, ребята, меня зовут. Давай. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Тихон Гизалов. К примеру, я учусь в 4 классе, в 4 А-классе. И так вот, я увлекаюсь собирать драгоценные камни. К примеру, вот, видите, это кристалл. Это кристалл, рассказывает Тихон, так. И почему ты это рассказываешь? К примеру, смотрите, что бы вы сделали, если бы нашли кристалл? Ну, сразу рассказывай. Смотрите, если бы вы нашли кристалл, ну, к примеру, вы бы его продали, да? Сколько стоит кристалл? Ну, обычно такой кристалл стоит около 5000 рублей. Так, Вот у меня такой камень с металлами. который вот тоже металл. стоит денег, Да, который ты получил, когда поехал в поездку, которая стоила порядка 20 тысяч рублей, да? да. То есть на эти деньги, на эти 20 тысяч рублей ты смог поехать и найти вот такие замечательные камни, да? Да. Так, рассказывай дальше. И что? Еще я с другом, когда ходил около нашего дома, я нашел древнего моллюска. Мне так сказали, вот такой вот. Древний моллюск, вот, который тоже можно что с ним сделать? Продать. Или положить в коллекцию. Да, Да? положить в коллекцию. Так, Ну, смотрите, со всего этого можно получить порядка 11 тысяч рублей. то есть если заниматься, значит, вот это вот археологическими раскопками, выбрать хорошую профессию и за счет того, что папа повез или мама тебя в какую-то поездку, найти эти камни и их продать. Правильно? Да. Так, еще давай покажи, что у тебя есть. Вот, смотрите, это самый редкий Гранит. гранит в мире вообще. Так, а где ты все это взял? В Дагестане? Или где? Гранит этот. Гранит нашел у папы. Так, дальше. К примеру, вот у меня тут еще один кристалл, правда, его плохо видно. Вот еще один кристалл, ребята.
у Тихона есть? Так, рассказывай. Смотрите, кто-нибудь знает, что это за металл? Ну, покажи, что это за металл. Не знают. Это что? Это медь. Это медь. Все, ты рассказал? Примерно со всего этого можно получить много денег. То есть, если стараться что-то находить, можно с этого получить деньги. То есть это как работа, да? Да. Трудоустроиться и получать зарплату. Какая зарплата может быть? Ну, зарплата может быть, колеблется от 30 тысяч до вообще до миллиона. До миллиона в месяц. Так, спасибо В год, Тихону. в год. Вот. Ну, теперь давайте мы посмотрим еще раз на собаку. Вот. А потом мы пойдем, я вам покажу машину уже в конце нашей встречи и расскажу немножко про машину, почему важно не спешить. Фень, иди ко мне сюда. Фень, Тихон, ходи, Фень, сюда. Вот у нас собачка Феня. Видите, да? И да, это девочка. Она девочка, она очень обученная. Вот она умеет охранять, она умеет защищать. Ну, соответственно, мы ее взяли тогда, когда у меня появилось время. То есть в раннем возрасте, в детстве, я бы, конечно, такую собаку не взял, потому что на это нужно время. Вот, поэтому собаку у нас нет, показывать не будем. Поэтому собака у нас живет, потому что у меня есть время, возможность ее содержать. Сейчас мы еще поговорим немножко о машине, вот, потому что очень многие выпускники выходят и сразу покупают какие-то машины. Вот, потому что это очень важно для понимания того, насколько, Тихон, пожалуйста, Wi-Fi дай мне с собой. Насколько надо точно понимать, хватает ли у вас денег для того, чтобы, Тихон, пожалуйста, еду эту отнеси на место. Не надо здесь на земле бросать. Давай. Нет, домик я показывать не буду, я покажу просто машину, и на этом мы закончим, потому что сегодня мы показали и холодильник, и стиральную машину, и газовую плиту, и дети о себе рассказали, и так далее, и так далее. Кошку мы не видели, у нас тоже ее нету. Вот, теперь мы немножко я расскажу, вот ухожу на улицу, расскажу немножко о своей машине, чтобы вы понимали, что машина – это роскошь. В принципе, для того, чтобы добиться того, чтобы эта машина у вас была, вот у меня есть машина, вот она, такая машина, которую я использую для того, чтобы возить детей. Это Toyota. Вот она. Это Toyota. Новая такая машина стоит порядка 6,5 миллионов. Вот. А так как она бэушная, я купил ее, соответственно, бэушной. Она требует, конечно, затрат. Вот видите, она здесь такая вот машина для папы. А там вот сзади места для детей. Вот, то есть это, опять же, не сразу появилась такая машина, а только потому, что есть возможность заработать деньги. У меня была старая машина, я ее продал. Теперь есть у меня такая вот машина, которая позволяет мне помогать людям, возить грузы, ну и в том числе, вот, видите, тут тоже порядок в салоне. Видите, все уложено красиво, нет никакого бардака, что тоже очень важно. Вот, и, соответственно, эта машина помогает и решать вопросы с переездами и всевозможными другими вопросами, но она высокозатратная, то есть это техническое обслуживание, это и, соответственно, бензин, это и ремонт, и много чего другого. Сейчас я захожу домой, надеюсь, спасибо большое, машина крутая, действительно, но у крутых людей крутые машины, вы должны понимать, да? Значит, сейчас я захожу домой, ребята, мы уже практически скоро заканчиваем нашу короткую встречу. Очень жалко, что мы долго не сможем встречаться. Вот. Но вы можете сейчас задать вопросы, пока я раздеваюсь. На них я с удовольствием отвечу. И мы на этом сегодня встречу будем завершать. Значит, еще раз повторюсь, о чем мы сегодня говорили. Как бы в финале нашей встречи, что если бюджет позволяет, если есть деньги, если вы хорошо зарабатываете, у вас есть хорошее образование, то, соответственно, можно позволить себе и собаку, и крысу, и хомяка, и машину. Но для этого нужно, еще раз повторюсь, учиться, чтобы у вас были дипломы об образовании, как я вчера вам показывал, несколько дипломов, потому что просто кривляться в ТикТоке, это, конечно, можно, но это ненадолго. Лучше получить хорошую профессию
и, соответственно, позволить себе то, что возможно для вас. Дальше посмотрим, что мы еще обсуждали. Мы сегодня обсуждали, на что мы тратим наши деньги. Это еда, это у нас, значит, бензин, это у нас одежда, это у нас, значит, развлечения для детей, это у нас коммунальные платежи, которые нужно обязательно платить. Это у нас, значит, соответственно, дни рождения, развлечения для детей и так далее, и так далее. То есть бюджет должен соответствовать затратам. Если бюджет не позволяет этого делать, что очень важно, не старайтесь раздавать деньги всем, кому не попади, давать долг или не берите в долг. Почему это, опять же, момент такой? Потому что сначала вроде как свои отдаешь, а забираешь вроде получается как чужие. И это тоже важно сохранять ресурсы, потому что сегодня ресурсы ограничены, а возможности у человека не безграничны. Поэтому если вы даете в долг, подумайте о том, как вы будете забирать, что тоже очень важно для выпускников, которые часто не жалеют ради своей дружбы каких-то ресурсов и денег. Вот. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это то, что человек с возрастом ну, не становится моложе, он становится старше, и нужно все сделать для того, чтобы у вас в какой-то момент, помимо заработка, помимо хорошей машины, появилась возможность получать впоследствии какие-то там пенсии, пособия и так далее. Поэтому старайтесь работать, накапливать это, иметь трудовую книжку. Но если вас принимают на работу, естественно, не избегайте, оставайтесь на этой работе, каким-то образом трудитесь. Ну, какие еще есть вопросы, пожелания, предложения? Если у кого-то есть вопросы лично ко мне вне нашей встречи, вы можете написать мне ВКонтакте. Меня зовут Александр Гизалов, еще раз повторюсь. Я готов вам что-то подсказать, куда-то направить, помочь. Вот, ну, имея большой, богатый жизненный опыт. Еще раз всем огромное спасибо. Я вижу, что вопросов нет. Про собаку мы спросили. Собака хорошая, собака-девочка. Это смесь питбуля с таксой. Вот машину мы тоже отметили. Машина нормальная. Груня выступала, Тихон выступал. Погода хорошая. Всем привет. До новых встреч. Надежда, спасибо за встречу. Пока. До свидания. Всем пока. Пока, до свидания.